світової теми. Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін не ухвалив остаточного рішення по вторгненню до України. При цьому в Білому домі вважають, що таке рішення буде ухвалювати не тільки Путін, а тільки Путін. Про це повідомляє CNN. Високопоставлений чиновник США каже, що адміністрація, як і раніше, вважає, що Путін ще не прийняв остаточного рішення про вторгнення в Україну. Але вони визнають, що це рішення буде приймати тільки Путін. Вони продовжують спостерігати тривожні рухи поблизу України. Пане Андрію, доброго вечора. Добрый вечер, Осман. Да, мы с вами. Я, кстати, не помню, мы на русском говорим, я говорю на украинском, или вы понимаете, или лучше мне на русском говорить, как скажете? Ну, давайте, я как раз с вами привык на русском. На русском, хорошо. Все, что происходит вокруг Украины дальше. Вчера вышло интервью с Сергеем Рахманиным. Хоть он и политик сейчас, но уважаемый в журналистской среде аналитик в прошлом «Зеркало недели», человек, который равно удален всегда от любых финансово-промышленных групп и даже партийного руководства, поэтому уважаем многими политическими силами. Как раз обсуждалась вот эта вот тема ультиматумов России Западу, высоких ставок и ответа Западу. Все сходятся во мнении, конечно, что, письменно НАТО никогда не даст никаких гарантий не расширения, но сам же достаточно, скажем, прозападно мыслящий Рахманин говорит, что Запад, скорее всего, устно, негласно, конечно, даст это подтверждение под нажимом Европе о том, что Украина не будет в ближайшее время в Североатлантическом блоке. Что вы думаете по этому поводу? Ну, мне кажется, что те невнятные сигналы, которые исходят из Вашингтона в ответ на совершенно беспрецедентные ультиматумы, они порождают у Путина чувство безнаказанности и толкают его на новые авантюры. Ведь речь идет не о формальном вопросе, там, вступления в НАТО или нет. Это высосанная из пальца проблема. Путин прекрасно знает, что НАТО Украину не примут в ближайшее время, потому что Запад не готов взять на себя обязательство сражаться и умирать за Украину в случае агрессии. Но, в общем-то, в Украине от него этого и не ждут. От Запада ожидается серьезная поддержка в вооружениях и дипломатическая поддержка, жесткие санкции по адресу России. Что все эти пляски вокруг НАТО – это пустые совершенно слова. А суть ультиматума ведь в другом. Путин требует пересмотра результатов холодной войны, Третьей мировой войны, которую Советский Союз проиграл. Он требует зоны новой Ялты, зоны своего бесконтрольного владения, как минимум, постсоветским пространством. Там очень интересная формулировка, далекая от Украины. Формулировка следующая, я ее процитирую дословно. Государства, ранее входившие в Союз Советских Социалистических Республик. Это именно так, тональность стилистически. И вот эти государства, их 12, считая Прибалтики, они никогда не имеют права там, входить в НАТО и заключить какие-то оборонные соглашения. Ну, я думаю, что это встречено было с большим неудовольствием во всех столицах этих 12 государств. Ну, более того, в проекте договора с НАТО претензии Путина простирается еще дальше. Там говорится о возвращении инфраструктуры НАТО к уровню, внимания, 1997 года. Это до первой волны расширения. То есть структура НАТО должна убраться, фактически из НАТО должны выйти прибалтийские страны, Польша, там, Румыния, Болгария и так далее. Это удивительный масштаб претензий, ведь, собственно, вся холодная война, почему она началась, она шла 50 лет, об оккупации Советским Союзом Восточной Европы, той же Прибалтики и той же Украины. Поэтому Путин сейчас предлагает росчерком пера ликвидировать победу Запада над тоталитарным режимом
и вернуть его контроль над половиной Европы. Или еще, я думаю, тут даже еще более глубокие исторические корни. Ведь он обозначает те рубежи своей империи, которые, в общем, достигались дважды державой евразиатской. Это Батый в 1246 году и Сталин в 1945 дошел примерно до тех рубежей, которые теперь сегодня требует себе Путин. И вот в ответ на это сама готовность вести на эту тему переговоры, по-моему, это большая слабость со стороны Запада. И вот господин Рахманин, на которого вы сослались, он тоже эту слабость уловил. Она присутствует, и она поощряет Путина. Ну, почему-то эту слабость не уловил вот господин Павловский. Смотрел на «Дожде» его интервью господину Фишману, и господин Павловский говорит, что вообще эти письменные требования и два договора проекта, которые предлагаются НАТО и Соединенным Штатам Америки, это пример, во-первых, низкой компетентности Министерства иностранных дел, во-вторых, это какая-то умаляющая позиция, особенно все же вспоминают этот рубеж про 97-й год. То есть Павловский объясняет, что это такая демонстрация слабости России, которая из страха умаляет Запад отойти, отодвинуться и не приближаться на уровень 97-го года. Почему господин Павловский, на ваш взгляд, не увидел эту слабость, не увидел силу здесь, а увидел скорее слабость? Вот кто здесь сильный, кто здесь слабый в этой игре? Получается соревнование двух слабаков. Ну, понятно, что Путин зашел в тупик в Украине. Он ничего не может навязать свою волю Украине, и поэтому он хочет, чтобы Запад это сделал своими руками. Смотрите, в чем что он вытащил из Байдена сначала в Женеве, потом во время видеоконференции. Вот эту фразу ритуальную о безальтернативности Минского соглашения. Путин хочет, чтобы Запад за него делал работу, заставлял Украину принять эту кабальную интерпретацию Минских соглашений. Теперь... Хорошо, я согласен, что это признак отчаяния, но реакция Запада, она совершенно, извините, неадекватна. Он идет навстречу Путину. Про неадекватность Запада. Мы с вами в прошлом разговоре, не только вы с этим соглашались с мнением, а почти все, и особенно люди, которые включались из Соединенных Штатов Америки, эксперты, когда говорили о том, что за всей этой ситуацией наблюдает Китай. Китай, как главный враг для Байдена, очень будет внимательно следить за происходящим вокруг Украины. И уступка по Украине минимальная означает, что уступка по Тайваню может быть значительно больше. И для американской администрации действительно важно не моргать и не моргнуть ни разу, ни в коем случае, ни в каких даже мелочах. Второй фактор, который бы должен был обеспечивать устойчивость Байдену, вы говорили, что группа Салливана значительно слабее, чем вся остальная группа в Демпартии, которая, скажем так, условно назовем ее вокруг Блинкена, Энтони Блинкена, да, сформирована. И, кроме того, есть еще и позиции республиканской партии, поэтому есть очень такая сильная двухпартийная поддержка Украины. С чем же тогда связана все-таки такая неадекватность Запада, когда все факторы говорят о том, что он должен быть наиболее адекватен в этой ситуации? Байден, Запад. Мы говорим о том, что Байден сейчас выразитель мнения общезападного. Байден сейчас выразитель мнения одного человека, господина Салливана, которого принято считать полезным буржуазным идиотом. Но масштаб его идиотизма таков, что мне очень трудно согласиться с этой формулировкой. Объективно он просто работает на Кремль. Но общая оценка моя и большинства экспертов, она не меняется. Проукраинская позиция, она, во-первых, в кабинете пользуется поддержкой таких ключевых фигур, как госсекретарь и министр обороны, а во-вторых, вне кабинета, даже в той же демократической партии, в Конгрессе, в медиа, пользуется максимальной поддержкой. Вы посмотрите, Вашингтон-Пост, это для демократической партии как правда для коммунистов в советское время. Она публикует одну за другой статей, обвиняя, сравнивая Байдена с Чемберленом, обвиняя его в уступках диктаторам.
На следующий день она публикует прекрасную статью вашего министра иностранных дел Клепа с призывом не предавать Украину. Я уверен в том, что эта линия возьмет вверх, но вот те сигналы, которые пока Байден и Салливан дали слабому Путину, усилили его агрессивность. Понимаете? Тогда объясните, с чем связано такое сильное влияние Салливана на Байдена? Ну, Или, ведь, скажем так, не Салливана, а знаете, позиции Салливана по Украине, почему она так сильна и почему она пока побеждает в голове президента американского? ну, там работает еще одна фигура, полузабытая, может быть, бывший государственный секретарь Керри. Он же член кабинета, там какая-то у него пустая должность по климату. Они старые друзья с Байденом. Этот уже стопроцентный кремлевский агент. Его наказывает влияние на Байдена. Ну и потом, вы знаете, Джон вчера Керри, я... который был кандидатом в президенты от Демпартии в свое время, вы В 2004 году, да, это крайне левый человек, проиграл тогда Бушу. Вот, я вчера, уже не стесняюсь в выражениях, в одном из своих твитов написал, что деменция Байдена, пусть плюс предательство Салливана, составляют ту адскую смесь внутри администрации Байдена. Это плохая новость. Но хорошая новость, что эта линия, она не может быть устойчивой и долговечной. Она резко оппонирует. Ну, практически единым фронтом выступает CNN и Fox News. Вы можете себе представить, что это такое? И мы даже из администрации Байдена слышим противоречивые сигналы. Давайте дождемся, кстати, сегодня вечером. Ведь было объявлено раньше, что до конца недели, до конца пятницы, Вашингтон даст ответ о встрече, о начале переговоров. Вчера Путин уже похвастался о том, что в первых числах января начнутся переговоры в Женеве между Соединенными Штатами и Россией вот о проекте договора, то есть о капитуляции Соединенных Штатов и Запада. А Псахи потом уже проверили. Нет, мы не договорились, неизвестно. Так что, да, в администрации идет борьба. Какова роль, может быть, не роль как правительства, а роль все-таки как фигур, которые были в овальном кабинете большую часть из этих 30 лет по проигрыша России в холодной войне. Мы говорим о таких фигурах, это о живых лидерах, которые от Демпартии, прежде всего, это Барак Обама и Билл Клинтон. При Билли Клинтоне все-таки оформилась эта архитектура проигрыша, с ним связана и вывод ядерного оружия из Казахстана, Белоруссии, Украины и такие действия Соединенных Штатов на Балканах, прежде всего, да, бомбардировки в Сербии и решение косовских вопросов. И есть Обама, при котором, в принципе, произошла оккупация Крыма. Артикулируют ли свои позиции бывшие президенты, насколько сильно их влияние в демократической партии? Ну, Обама же, ему принадлежит знаменитая фраза, очень искренняя такая, отражающая его мировоззрение. Уже уходя, он давал такое прощальное интервью Гольдбергу в журнале «Атлантик». Он сказал, ну что, понимаете, русские хотят изнасиловать Украину гораздо больше, чем мы ее хотим защитить. И так останется всегда, и в этом проблема. Это твердое убеждение. А Обама вообще, понимаете, в чем дело? Вы спрашиваете, откуда вот эти настроения, такие примиренческие по отношению к путинской России проявляются? Да ведь 12 лет не было в овальном кабинете человека, который бы олицетворял лидера свободного мира. Несмотря на противоположность взглядов, и Обама, и Трамп, 8 лет Обама и 4 года Трамп, работает на одну и ту же линию. Уход Америки из мировой политики, отказ ее от обязанности вот этого лидера свободного мира, обязанного защищать демократию от натиска авторитарных режимов. Обама это делал с левой позиции. Он всегда был убежден, так его воспитывали в детстве разные люди, в
виновности американского империализма перед угнетенными народами мира. И помните, он свою каденцию начинал с публичных извинений там, перед арабскими народами, еще перед кем-то и так далее. А Трамп проводил ту же политику ввода от обязанностей такого мирового полицейского с противоположных, с правых позиций. Он считал, что Америка слишком хороша, а вот ее союзники эксплуатируют ее, в том числе экономически. НАТО устарелая организация деловая, она не нужна и так далее. Оба они двигали в том же направлении. То есть надо признать, что такая тенденция усталости от роли мирового арбитра, мирового полицейского, лидера свободного мира, она нарастает. И она всегда была в американском обществе. Ведь Америку на мировую арену втягивали президент Вудро Вильсон в Первой мировой войне, Рузвельт во Второй мировой войне против. Настроение такой рядовой Америки, которые не понимали этих задач. А вот сейчас уже и элиты начинают терять вот это чувство ответственности. Поэтому такие настроения, они присутствуют. Ну вот только наглость Путина... Вы коснулись уже философской темы. Я готов вот в конце эфира послушать ваше мнение. Вы назвали двух лидеров. Одного республиканца и демократа. И последних 12 лет. И можно действительно заметить эту тенденцию примиренческую с режимами абсолютно недемократическими. Попытка вот, войти в этот дискурс, не все так однозначно, и все имеют право, в том числе насильники и убийцы, на свое мнение в этом мире, да, вот как бы и пусть будут режимы разные, пусть будет такое разнообразие всего, в том числе насилия, неправды и убийств, и оно не новое. Когда вспомнили о том, что во Второй мировой войне, иногда благодаря социальным сетям мы видим фотографии конца 30-х, 40-х о примиренчестве с Гитлером, да, возможно, позже этим людям было уже стыдно за свои убеждения, но не связано это с тем, что просто такая формация, как и у любой империи, после расцвета наступает закат. Америка слишком богата, слишком счастлива, и слишком ее молодое поколение вот верит в то, что если просто, знаете, как у нас транслировалось это для Востока, если просто перестать стрелять, все проблемы исчезнут, и все люди станут добрые, мирные. Такой полезный идиотизм и какая-то в худшем смысле слова этого левизна, она просто охватила общество и во всем мире. И в Америке слишком стала короткая дистанция между элитами и избирателями, из-за чего элиты становятся такими же вялыми и невнятными на мировой арене. Это то есть не проблема двух лидеров, а проблема массового запроса в американском обществе. Да, к сожалению, это так. Поэтому мы должны, и мир должен быть благодарен тем лидерам Америки, которые сейчас выступают против этой тенденции. В частности, двум членам кабинета, которых я уже назвал, сенатору Менендесу, демократу, руководителю комиссии по иностранным делам. Я очертил всю эту тенденцию для того, чтобы подчеркнуть, как ответ на ваш вопрос, почему такую невнятность слышим сейчас из Вашингтона. Вот скорее удивительно другое. Почему мы видим все-таки концентрацию сейчас американского политического класса на истеблишмент, на сопротивление Путину. Надо отдать должное Путину своей наглостью. Он помогает. Вот в Украине, как в зеркале, эта тенденция заметна. Вы же привели тезис раннего Зеленского. Давайте просто перестанем стрелять. На наших же глазах он прошел большую эволюцию за 2 года своего президентства. И, скажем, первый год президентства Зеленского прошел именно под этим лозунгом «давайте просто перестать стрелять». И когда внешней политикой руководил Ермак и подписывал одно с другим капитулянские протоколы своими кураторами и Козаком. А второй год – это год внешней политики Дмитрия Кулебы, политики сопротивления агрессии. Кстати, вот Кулеба и украинская дипломатия в целом, я наблюдаю это изнутри, играет
очень позитивную роль в той внутренней борьбе, которая идет в Вашингтоне, мобилизуя как раз вот эту фракцию атлантистов, фракцию сопротивления. На ваш взгляд, все-таки вот это мировое примиренчество в западном, в свободном мире, который, в принципе, и должен был бы быть проводником этих ценностей на мировой арене, на ваш взгляд, это возможно ли та часть элит, которая противостоит, чтобы она победила, или все-таки для того, чтобы отрезвление произошло на какой-то опять период, видимо, навсегда это не происходит в мировой истории, должна быть произойти снова какая-то катастрофа, снова вот эти вот полезные идиоты должны увидеть, к чему приводит примиренческая и уступчивая позиция психопатам на мировой арене, должны происходить какие-то масштабные войны для того, чтобы человечество сначала ужаснулось, а потом вот это примиренчество ушло на какое-то время опять в тень, и свободный мир задышал, и что без катастроф это не происходит в мировой истории. Мне кажется, это как раз происходит сейчас вокруг Украины. Мы не будем накликивать катастрофу, но вот новое, мы же видим последнюю, скажем, с 15 декабря нового Путина, новый этап вот его гитлеризма. Ведь и Гитлер 1933 года, и 1936-го, 1938-го – это разные фигуры совершенно. Поэтому вот прививку такую от тоталитаризма, по-моему, как раз Путин вот последних дней очень успешно делает. И я надеюсь, что вот эта необходимая реакция в американской ментальности, она произойдет в ближайшее время и до глобальной катастрофы. Но, безусловно, Украина становится центральной мировой точкой. Вот здесь будет решаться вопрос. Вот, скажем, подписание вот путинского проекта договора США и России – это окончательная капитуляция Запада. И вы затронули уже частично вопрос. Китай, конечно, за этим внимательно следит. Просто на следующий день после такого условного падения Украины руководители Тайваня вынуждены будут сами принести ключи от острова китайскому правительству. Поэтому Китай так усиленно. Кстати, вот этот драйв Путина совершенно невероятный. Он, с одной стороны, он начинался, да, от отчаяния, от тупика в Украине, от слабости, я согласен. Но сейчас он наливается кровью и плотью. Во-первых, один драйвер – это видимая слабость Байдена-Салливана, и второй – неожиданная, беспрецедентная поддержка Китая. Китай ведь никогда не высказывался по проблемам Путина в Европе. Он же, например, Китай не признал аннексию Крыма. А вот на днях впервые министр иностранных дел сделал заявление, что он одобряет те путинские предложения и согласен с ними. Китай толкает Россию на прямое столкновение с Соединенными Штатами. Мы уже с вами говорили про это, потому что оно беспроигрышно. В случае, если США как бы сливают Украину, он автоматически получает Тайвань, а в случае, если Путин получает по шее в результате, его режим разваливается, и Китай получает Сибирь. То есть у него в любом случае громадный приз.